Если я записал хоть одну сказку, легенду или песню, значит, я прожил жизнь не зря. Одни из последних слов выдающегося ученого-фольклориста, доктора филологических наук, члена Союза писателей Башкортостана и России, лауреата многих премий, педагога Ахмета Мухаммедвалеевича Сулейманова. К 85-летию ученого в Акмуллинском университете проходит международная научно-практическая конференция «Фольклор и фольклористика 21 века». Фольклор – это на самом деле кладезь, это уникальное явление. И, наверное, счастлив тот народ, счастлив тот человек, который имеет возможность познать фольклор своего народа. Повезло, что когда-то Мухаммедшах Бурангулов записал эту Суралбаты, что действительно мы не потеряли или минимум потеряли после этого. Нам повезло, что были такие люди, которые в стенах тогда еще Башкирского государственного университета взялись за это дело и сделали это дело всем своей жизнью. И одним из таких людей был Ахмет Сулейманов, о котором уже сегодня мы говорили и будем говорить, потому что это действительно человек, который очень много сделал для родного народа, для родной республики, для родной страны. В работе конференции приняли участие коллеги и соратники Ахмета Мухаммедвалеевича, видные ученые из Башкортостана, Алтая, Белоруссии, Казахстана, Калмыкии, Киргизии, Узбекистана. Организатором форума выступил научно-исследовательский центр башкирского фольклора Акмуллинского университета под руководством доктора филологических наук Розалии Султангареевой. Ахмет Сулейманов оставил невообразимо большое наследие, как научное, творческое, экспедиционное. И нам еще предстоит познавать, изучать его. Очень много трудов не опубликованных еще. Его знают, его имя знают, его труды знают и за рубежом, и в России, и в отечественной науке. Поэтому посвященная конференция именно его памяти, она очень органична, она очень нужна. Она прежде всего нужна не столько для пропаганды, а для умения почитать, умение беречь память вот таких наших выдающихся людей, выдающихся личностей. Дело Ахмета Сулейманова живет в научных трудах его многочисленных учеников и последователей. По итогам конференции планируется издание научного сборника, куда будет включено более 70 статей ученых-исследователей.